стереотипном понимании, Чечня представляется нам выжженным до пепла местом, где нет ни единой травинки, и везде снуют террористы. Однако это лишь стереотип. На самом деле Чечня – спокойное место, полное красивых пейзажей и зеленых полян. Люди здесь живут не хуже, чем везде, точно так же учатся, влюбляются, рожают детей, работают. Чеченские девушки – это нежные, ухоженные и преданные девушки, великолепные хозяйки и будущие жены. Единственное, что их отличает от обычных европейских девушек – религиозность. Чеченские красотки – вся правда. Почему-то девушки из Чечни представляются нам забитыми и неухоженными грязнулями, у которых обязательно черные или темно-коричневые глаза, смуглая кожа, а также черные волосы, немного отливающие синевой. Да, чеченки относятся к народам Кавказа, однако далеко не все из них имеют темные глаза, волосы и кожу. Большой процент девушек имеет светлую бархатистую кожу и русые волосы. У некоторых даже глаза голубые. Также у девушек Кавказа наблюдаются на лице темные волоски, но не у чеченок. У них, как правило, волоски на лице незаметны, а о чистоплотности не стоит даже и говорить. Всем понятно, что мы не в 19 веке живем, и уход за собой близок и чеченским девушкам тоже. То, что они не моются, полный бред. Отношение к семье у них особое. Сначала они с уважением относятся к отцу, а потом к мужу. Всегда почтительно относятся к бабушкам и дедушкам. Для них семья – самое ценное. Поэтому чеченская девушка никогда не позволит притронуться к себе кому-то незнакомому. Прикосновение может их очернить, а они ценят чистоту. Девушкам с раннего детства прививаются правила поведения, чтобы позже она не опозорила семью. Например, им нельзя оставаться наедине с мужчинами, если это не родственник, а все свидание происходит в присутствии кого-то из близких, и только с позволения отца. Поведение должно быть скромным, не принято громко что-то обсуждать, слишком сильно радоваться или же ругаться. Особенно это касается моментов, когда рядом посторонние, когда семейную пару приглашают в гости на какой-то праздник. Все приглашенные девушки должны помочь хозяйке с готовкой и подачей на стол. Также девушки не могут сесть за стол, пока глава семьи за него не сядет, и к концу трапезы такое применимо, когда глава семьи заканчивает и встает из-за стола. Все девушки тоже встают. Сейчас этот обряд уже не так популярен и не всегда выполняется, однако в большинстве семей он еще имеет место быть. Мужчины в свою очередь уважительно относятся к девушкам, никогда не будут ходить по дому в трусах, всегда уступают место в транспорте, а также уступают дорогу. Чеченские девушки приобретают взрослый вид и характер гораздо быстрее, поэтому в 18 лет они уже вполне готовы к браку и детям. На время свадьбы жених и невеста живут раздельно, им нельзя видеться, также девушка не может заходить в комнату, в которой отмечают мужчины. Если нужно будет, они сами выйдут и поздравят. Если вы с чем-то из этого не согласны, или же наоборот, согласны, пишите в комментарии. Будет интересно узнать ваше мнение об этих девушках.